Основные темы пресс-конференции председателя АНД Адгура Ардзанба были посвящены проблемам энергосистемы, а также сложившейся политической ситуации. Я хочу напомнить о том, что 29 декабря 2018 года то правительство, в котором и мне довелось работать, ввело запрет на майнинг. Первая реакция поступила из парламента. 25 февраля 2019 года шестой созыв парламента отреагировал на этот запрет, отметив, что это решение незаконное, и оно ущемляет интересы предпринимателей и так далее. Но несмотря на это, запрет сохранил свою силу. Дальше произошли известные политические события. Власть сменилась в стране. После выборов 2020 года и уже новая команда отраслевых профессионалов, как их называли, когда приступила к своей работе, одно из первых решений 21 сентября 2020 года был легализован майнинг. Адгур Ардзанба привел официальную статистику Черноморэнерго, основные показатели потребления электроэнергии с 2019 по 2023 годы включительно. Если мы по итогам 2019 года имели общий объем потребления в стране 2 миллиарда 063 миллиона киловатт-часов, то уже в 2021 году объем потребления увеличился практически на 1 миллиард киловатт-часов и составил 2 миллиарда 913 миллионов 900 тысяч киловатт-часов. Был принят план, так называемая дорожная карта по энергетике, в рамках которой не было заключения, согласования ни с какими представителями и специалистами абхазской энергетической сферы. Эта дорожная карта формировалась в Министерстве экономики Абхазии совместно, я так полагаю, с потенциальными инвесторами извне. По пунктам этой дорожной карты одним из главных пунктов это было необоснованное повышение тарифа, которое привело к следующему. Если по 2019 году у нас общий показатель собираемости в стране был 51%, 51,35%, если точнее, то в 2023 году мы пришли к показателю 304%. Таким образом, эти решения привели и к резкому сокращению собираемости платежей за электроэнергию. И это, кстати, обосновано, потому что в тарифе, который принимался тогда и пошагово увеличился, сегодня исполняющий обязанности премьер-министра, его действия направлены на то, чтобы заморозить этот тариф. В этом тарифе они по какой-то причине заложили, стоимость еще и майнинга, который у нас запрещен. Таким образом, экс-власть, которая в лице Аслана Абжания и экс-премьер-министра покинули свои кабинеты, но остальные члены команды в полном составе сегодня находятся на своих местах. И по нашей оценке идет полный саботаж работы. Председатель АНД рассказал и о событиях 15 ноября. Вынужден напомнить, что мы, как представители общественности, я лично предупреждал о том, что события могут выйти из-под контроля. Никто из представителей общественных организаций, общества в целом не хотел развития этих событий, что проходили подобным образом. Но когда власть делала все, чтобы обострить ситуацию, вы помните задержание наших активистов, вы помните наше обращение. А в чем оно заключалось? Наше обращение заключалось только в одном. Мы просили отложить данный вопрос по рассмотрению этого кабального соглашения до президентских выборов, чтобы мы на президентских выборах имели возможность определить, поддерживает народ эту антинародную политику или не поддерживает. И логика
их действий такова, что чем хуже, тем лучше. По их мнению, как мне представляется, они хотят ситуацию довести до максимального кризиса, чтобы обвинить общественность, обвинить народ в том, что якобы события 15-19 ноября послужили причиной, значит, вот такой кризисной ситуации. Председатель АНД, касаясь абхазо-российских отношений, отметил: очень много, значит, контента, видеоматериалов, которые вбрасываются нашими недоброжелательными и украинского происхождения, и грузинского происхождения и так далее. Не надо реагировать на все эти провокации. Российская Федерация ни в чем не виновата. У нас сегодня в доме нет электричества, потому что в нашем бюджете нет денег для того, чтобы приобрести этот переток. А почему в нашем бюджете нет денег? Версия экс-власти и действующих по сей день министров заключается в следующем. Якобы, если бы было ратифицировано соглашение по инвестициям, то никаких бы проблем не было. Это абсолютная ложь, потому что они еще в 2022 году подписали соглашение, в рамках которого софинансирование заработных плат разных категорий бюджетников было напрямую привязано к обязательствам, так называемым обязательствам абхазской стороны, который взял персонально экс-президент на себя. Инвестор в Абхазии желанный гость. У нас есть профильное законодательство, закон об инвестиционной деятельности. С Российской Федерацией у нас есть соглашение о защите и взаимном поощрении инвестиций от 2009 года. Есть целая инфраструктура обеспечения инвестиционной деятельности в Абхазии. И у нас очень много успешных инвестиционных проектов. Но та модель, которая предлагалась, это не инвестиции. Инвестор, так называемый инвестор, который не собирается платить налоги, в том числе косвенные налоги, таможенные пошлины, которому не нужны наши банки, который не хочет брать во внимание наше законодательство, в том числе и наши суды, который будет привлекать свою собственную рабочую силу, который в приоритетном порядке должен получать земельные участки, и который получал по этому соглашению возможность закладывать землю, как нашу землю, как залог, это уже совсем не инвестиции. По мнению Адгура Арзанба, сейчас надо перезагрузить отношения с Российской Федерацией. У любого кризиса есть и обратная сторона. У любой проблемы есть и что-то хорошее. Настало время по-честному, по-братски, по-дружески перезагрузить наши отношения с Российской Федерацией. Это новый этап, который позволит нам открыто, честно, не обманывая друг друга, выстроить отношения. Ложь, которая исходила от экс-власти, привела к определенным негативным последствиям. Мы вместе, весь народ, вся общественность сделаем все для того, чтобы в очень короткие сроки все это исправить. Что касается текущей энергетической ситуации, да, очень тяжело. Хочу вам сказать, что нет ни одного дня, ни одного часа, чтобы мы не занимались этой проблемой. Хотя у нас нет никаких полномочий включаться в процесс. Председатель АНД отметил, что разрабатывается план действий по выходу из текущей ситуации. Есть план по выходу из текущей ситуации, где уже в следующем 2025 году будут предприняты определенные действия, которые позволят резко сократить потребление. Это первое. Второе, значит, в летний-осенний период, если будет такая необходимость, государство приобретет электричество для того, чтобы перекрыть в перспективе дефицит, который может образоваться зимой 2025 года. Это не говорит о том, что зимой 2025 года у нас не будет веерных отключений. Они будут, это неизбежно. Но они, конечно, будут совершенно в других параметрах, несравнимы с тем, что сегодня. В 2026 году ситуация будет уже намного лучше.
А в 2027 году, по нашим прогнозам и по прогнозам специалистов, я имею в виду все мы, общество. Здесь какая бы завтра власть ни пришла, без общества ничего не получится. Открыто, гласно все эти процессы необходимо будет предпринимать. И мы к концу 2027 года, по оценке специалистов, уже выйдем на определенный баланс. Вот такой план. А на сегодняшний день ситуация, да, вот такая. Шазина Ханагуа, Нарсоу Цулуке, Абхазское телевидение.